Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. В администрации президента состоялась встреча Аслана Абжания с представителями Евросоюза по вопросам Южного Кавказа. Обсуждалась повестка предстоящего раунда женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Приветствуя гостей, Аслан Абжания отметил, что на протяжении 12 лет Абхазия пытается донести до мировой общественности на площадке женевских дискуссий свою позицию и настаивает на подписании договора о неприменении силы. Глава государства выразил надежду, что Евросоюз будет способствовать подписанию данного договора между конфликтующими сторонами. Рад личному знакомству. Рассчитываю на то, что сегодняшняя встреча, итоги принесут нам пользу в плане установления мира и мер доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. В Абхазии уже многие годы. Глава делегации и специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар поблагодарил президента за встречу и также выразил надежду, что удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Я очень надеюсь на существенное обсуждение всех существующих возможностей для сотрудничества. Мы со стороны Европейского Союза были и остаемся вовлеченными и присутствуем в Абхазии уже многие годы. И мы очень надеемся, что нам удастся углубить эти отношения. И мы рассчитываем на возможности, которые позволят нам рассмотреть дальнейшую поддержку и дальнейшую помощь Абхазии. До встречи с президентом представителей Евросоюза по вопросам Южного Кавказа принял секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. В ходе встречи наряду с повесткой предстоящего раунда женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье обсуждалась эпидемиологическая ситуация и возможная помощь Евросоюза в предотвращении распространения вируса COVID-19. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировано 134 человека, у 49 из них диагноз COVID-19 подтвержден. На данный момент на стационарном лечении в Гудаузском госпитале находится 168 пациентов, 147 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 18 человек, 25 пациентов средней степени тяжести. Выписано 10 человек. В Гудаузский госпиталь за сутки были доставлены 6 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Тест-системы, лекарственные препараты, защитные костюмы, маски, аппараты ИВЛ. В Абхазию прибыла очередная партия гуманитарного груза на сумму около 300 тысяч долларов. На этот раз помощь поступила от Федерации абхазских культурных центров Турции. Гуманитарный груз будет направлен в Гудаузский госпиталь и другие больницы республики, где подготовлены дополнительные места для размещения и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Абхазская диаспора с первого дня появления в республике коронавирусной инфекции не раз изъявляла желание помочь своим соотечественникам. Но ввиду того, что в Турции долгое время ситуация с заболеваемостью была сложной, собрать груз не удавалось. В составе гуманитарной помощи тест-системы, лекарственные препараты, защитные костюмы, маски, аппараты ИВЛ на общую сумму 300 тысяч долларов. Было сложно, конечно, это все формировать. И я очень хорошо знаю твердо, что как бывший представитель Абхазии в Турции, это с первых дней хотели отправить такую акцию, отправить эти лекарства, но, к сожалению, на тот период в Турции огромное количество было больных, и сложно было с территории Турции вывести соответствующие эти медикаменты. И уже когда в Турции на спад пошло, наша диаспора, по ходатайству нашей диаспоры, подключены были и помимо этой диаспоры и ряд депутатов турецкого парламента, тоже этнической Абхазии, то есть груз благополучно прибыл сегодня в Абхазию. Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Хайразия поблагодарил абхазскую диаспору Турции за помощь и выразил надежду, что общими усилиями удастся улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Гуманитарный груз будет направлен в Гудаузский ковид-центр и другие больницы, где подготовлены дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, данная помощь неоценима. Естественно, это для Гудаузского госпиталя в основном. Но также и для нашей лаборатории
которая производит диагностику по коронавирусной инфекции именно на SARS-CoV-2. По словам Вадима Харази, абхазская диаспора в Турции продолжит оказывать помощь гражданам Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ожидается еще не одна поставка подобного гуманитарного груза. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. В наше сложное с эпидемиологической точки зрения время на участковых врачей ложится особая ответственность, ведь именно к ним зачастую обращаются люди с первыми симптомами болезни. В Сухуми и Сухумском районе в каждом медицинском учреждении по несколько участковых врачей. О том, как изменилась их работа с появлением пандемии, в репортаже Гугуцы Вардания. Фатима, а как вы себя чувствуете? Ну ничего, у меня ни температуры, ни насморка, ничего. Иногда вот по утрам чуть-чуть кашляю, все. Хорошо. А вы же пьете препараты? Я уже ничего не пью, я 6 дней пропила вот этот... Это вы пили, да. Да. Витамины пью, Да, вот витамины продолжайте. Асида Агарба – заместитель главврача Сухумской районной поликлиники. По специальности врач-гастроэнтеролог. В данное время в связи с острой необходимостью она исполняет обязанности участкового врача. А слабость ваша прошла? Сейчас лучше, конечно, намного. Хорошо. Я позавчера вот рентген сделал, я сегодня в районную поликлинику собираюсь, там Вахтанговичу звонили, мы, он говорит, до 2 часов работаем. Да, мы вас ждем. Решение сдавать тест на COVID-19 пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию принимает участковый врач. Звонок поступает на телефон горячей линии. Затем обратившегося направляют в поликлинику по месту жительства. И только после консультации с врачом становится ясно, нужно ли делать тест. Если у нас больной начал температурить или у него появилась какая-то клиника, мы ему пишем направление на определенные исследования. Это ПЦР-диагностика, рентген, лабораторная диагностика. Мы направляем всех по направлению в инфекционную больницу, с которой мы тоже взаимодействуем, и у нас есть с ними обратная связь. И мы их отправляем, ждем результатов ПЦР, но они изначально начинают получать либо профилактическую, либо лечебную терапию, в зависимости от самой клиники. Не нужно лишних слов, чтобы понять, количество исходящих и входящих звонков огромное. Больной может позвонить в любое время суток. На попечении одного врача находится более 150 человек. Общение с больными происходит дистанционно. Всю информацию о лечении пациенты получают по телефону. При этом на каждого заведена карточка. Каждый из них знает мой номер телефона. Они мне все звонят. Я звоню им каждый день. Если это в стадии разрешения заболевания, я звоню им через день. Но они мне тоже звонят, если их что-то беспокоит, если они нервничают, если они волнуются, если их интересует какой-то вопрос, если им что-то советуют, и они сомневаются, они всегда звонят мне. Я всегда им отвечаю, я всегда их контролирую, я наблюдаю динамику. И у нас все спокойно. У нас хорошие показатели. У нас минимальное количество людей, которые поступили в Гудаутский ковид-госпиталь с осложнениями. И это большая часть из них, там где-то человек 11 до 15 человек, большая часть из них, которая просто не выполняла клинические рекомендации по той или иной причине. Сухумская районная поликлиника обслуживает 13,5 тысяч человек. Всего в административном персонале учреждения 37 медработников. Это школьные врачи и медсестры, фельдшеры, 2 ФАПов и сельской врачебной амбулатории на Псху. В самой поликлинике непосредственно с ковид-пациентами ежедневно проводят консультации всего 2 человека – главврач и его заместитель. Поликлиника практически работает в штатном режиме, несмотря на то, что есть свои проблемы у нас в общей сложности сейчас. Отсутствует 11 человек персонала по разным причинам, от заболевания до просто самоизоляции из-за контакта какого-то где-то. И хочется призвать, просто воспользоваться случаем, призвать население меньше участвовать в массовых мероприятиях, больше находиться дома, меньше контактов. Из-за того, что в поликлинике мало медперсонала, отправить кого-то на работу в Гудаутскую районную больницу нет возможности. У нас нет такого штата даже.
Если мы кого-то туда выделим, у нас станет вся поликлиника. Участковый врач филиала первой Сухумской городской поликлиники Оксана Лакирбая уже и не помнит, когда в последний раз у нее был выходной. Иногда даже нет свободной минутки, чтобы пообщаться со своими 2 детьми. Она принимает в день до 300 звонков. Кроме того, на WhatsApp Оксаны непрерывно приходят сообщения от больных COVID-19 и их рентгеновские снимки. Даже во время нашей съемки телефон врача не умолкал. Я пытаюсь как-то физически ответить на каждый звонок. Это раз. Плюс рентгенолог, работающий во дворе инфекционной больницы, всем больным, которым снимается рентген под моей фамилией, все рентгеновские снимки скидываются по WhatsApp мне. То есть в онлайн-режиме я вижу каждого больного до того, как он до меня дойдет. Вот. Плюс скидываются анализы, то есть те же дедимеры, те же анализы крови. То есть огромное количество информации приходит на телефон, и физически ответить на каждый звонок, ответить на ватсаповскую переписку, откорректировать лечение каждому. Там получается один пациент по запросу, потом у него заболевает вся семья, там еще заболевают дети, приходится вести всю семью, потому что они на изоляции. За участковыми этой поликлиники закреплен новый район столицы, однако к врачу обращаются и жители старого поселка, улицы Чанба и даже Турбазы. Более 500 точно человек у меня, которые наблюдаются. Это в общем. Пациенты в связи с тем, что не всегда дозваниваются и не всегда знают своих участковых врачей, они попадают к нам уже, конечно, в какой-то степени запущенности процесса. Обращаются они чаще всего тогда, когда уже им соматически уже плохо, когда лечение назначенное не помогает, какой-то период на домашнем лечении прошел, обращаются к нам достаточно много людей. Причем они обращаются не только по участку, не только по новому району. То есть работает так называемое сарафанное радио, передают друг другу, кто кого лечил, а потом попадают уже не по участку, отказывать мы не имеем права. Выходных у Оксаны Лакирбая просто нет. В субботу и воскресенье она дежурит в Сухумской городской больнице и первой поликлинике. Всего в филиале первой поликлиники 4 участковых врача. Один из них сейчас находится на самоизоляции. Так что участковые врачи работают практически на износ. Объем сумасшедший, если я вам скажу. Мы не спим. У меня телефон звонит с 5:30 утра до 11:30 ночи. И был пациент вчера, который в 2:30 позвонил с претензиями, что он не дозвонился до меня 2:30 ночи. Я говорю, я хотя бы сплю иногда. Хоть часик, если вы мне дадите поспать, я смогу вас дальше вести. В связи с ростом заболеваемости в республике и нехваткой медперсонала врачи не устают обращаться к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, чтобы не создавать проблемы ни себе, ни другим. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Контроль над соблюдением введенных в республике ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции осуществляет личный состав подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций. Так, подразделение УГИ и МВД проводит рейды, в ходе которых предупреждают граждан о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом. Смотрите материал пресс-службы МВД. Здравия желаем, уважаемые граждане. Почему вы не соблюдаете социальную дистанцию? Водитель, почему у вас нет соответствующей бумаги, которая позволила бы увидеть гражданам шахматную рассадку? К сожалению, не все в масках. Люди сидят вместе друг с другом. Садишься в общественный транспорт, надевай маску. На окнах почти всех автобусов теперь висят таблички «Без масок вход запрещен». На это предупреждение необходимо реагировать всем пассажирам и не проходить в салон без средств индивидуальной защиты. Временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции предусматривают ряд важных пунктов. Так, например, при перевозке пассажиров их рассадка должна быть осуществлена в шахматном порядке. Это значит, что каждое соседнее от пассажира сиденье должно быть свободно. Но не все граждане следуют установленным правилам, и сотрудникам ГАИ приходится им их напоминать. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции городов и районов, в том числе управления ГАИ, проводится
социально-предупредительная работа по предупреждению граждан о соблюдении социальной дистанции, всех соответствующих мер защиты. В основном рейды проводят в часы пик, когда в общественном транспорте бывает больше всего пассажиров. Сотрудники ГАИ проводят профилактические беседы, призывая соблюдать все возможные меры безопасности. В цели охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в городах и районах, необходимо соблюдать следующие правила. При совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Защитная маска, перчатки. Водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обязаны дезинфицировать руки антисептиками. Почему? Потому что при получении денежных средств за проезд и возвращение сдач гражданину это очень большой риск заражения, и в этой связи им необходимо дезинфицировать руки. Количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных и в регистрационных документах. Пассажиропоток ежедневно растет. В день поездки в общественном транспорте совершают тысячи жителей и гостей Абхазии. Без средств индивидуальной защиты здесь никак не обойтись. Также ответственность за соблюдение вышеуказанных правил возложена и на водителей. Сотрудники ГАИ в обязательном порядке проверяют наличие масок у пассажиров, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции. Согласно указанию министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар, профилактические мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси сотрудники подразделений госавтоинспекции будут проводить ежедневно во всех районах республики. Вопрос соблюдения ограничительных мер водителями и пассажирами общественного транспорта обсуждался и в столичной администрации на совещании, которое провел мэр Сухума Беслан Эшпа. Ограничения в работе общественного транспорта были введены с 1 октября, но их нарушения периодически фиксируются соответствующими службами. Мэр предупредил, что нарушителей не будут выпускать на маршрут. На совещании также обсуждались вопросы введения новых ограничительных мер и для пассажиров. В данный момент из-за ремонта коммуникационных сетей по улице Джону вся нагрузка по перевозке пассажиров легла на автобусы и маршрутные такси. Санитарно-эпидемиологические требования необходимо выполнять, отметил мэр. Руководство АТП и руководство троллейбусного парка отслеживает работу водителей в парке, не в парке, на линиях, во время обслуживания нашего населения, чтобы выполнялись четко требования, которые прописаны во всех ограничительных нормативных документах, которые вышли. Это строгое требование, которое надо будет придерживаться от А до Я. И будем требовать мы в том числе. С кем-то из заместителей, наверное, вместе тоже будем проводить отдельные рейды вместе с департаментом транспорта. Поэтому вас попрошу к этому отнестись очень ответственно. На данный момент общественный транспорт проходит дезинфекцию. На каждом пункте отправления транспорта стоят сотрудники департамента, контролирующие процесс поддержания норм ранее изданного распоряжения рассадки граждан в шахматном порядке. Но сложность состоит в том, что водителю сложно контролировать в пути рассадку пассажиров. То есть от конечной станции, если даже водитель выезжает нормально по утвержденному регламенту в процессе на промежуточных остановках, соответственно, кто-то выходит из пассажиров, садятся двое, трое, четверо, это ему уже тяжело одному регулировать. Департамент по управлению транспортом внес предложение об обязательном ношении масок пассажирами в общественном транспорте. Мэр отметил, что в случае несоблюдения режима на рейс нарушителя не выпустят. Кто попадутся в нарушении, они не выйдут на рейс. Это будет написано в распоряжении, которое выйдет. Пассажиром, который нарушает, что с ним будет? Если он зашел, все, автобус не едет никуда. И маршрутка тоже не едет, пока он не покинет это помещение. Вот так вот. Также обсудили вопросы дезинфекции автобусов, приезжающих из районов республики. Важно, чтобы с утра перед выездом транспорт проходил дезинфекцию. А в сельских населенных пунктах, куда ездит транспорт, это может сделать только водитель. По приезду в город транспорт пройдет дезинфекцию в АТП. Мэр отметил, что всеми силами надо уменьшать количество заболевших коронавирусом. Категорические требования маски и по максимуму просить и смотреть, контролировать. Если есть в салоне место сесть шахматно, пускай садятся шахматно. Если нет, там где-то можно, пускай регулировать надо в салоне, понимаете? Тут от водителя много зависит.
Нам надо сейчас любой ценой сбить количество заболевших. У нас есть несколько мест такие, это рынки и общественный транспорт. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Насколько опасен коронавирус? Можно ли заболеть им повторно? Какие лекарственные препараты следует принимать во время болезни, а какие нет? Своим опытом в борьбе с коронавирусом в интервью Анне Гуния по скайпу поделился терапевт-кардиолог Ираклий Квискири, который работает в Москве. Смотрите Амшип Шараяцу после выпуска новостей. А сейчас небольшой отрывок из него. Еще у меня такой вопрос по поводу антител. Спорная информация. Некоторые говорят, что антитела на всю жизнь, а в последнее время все более и чаще звучит информация, что на несколько месяцев. Так все-таки антитела сохраняются и на какой срок? Ну, смотрите, наши ученые российские, то, что говорят, и не только российские, и зарубеж, значит, пока еще об этом говорить сложновато, потому что прошло очень малый срок, это год, пока ни о чем не говорит. Но если мы будем учитывать те штаммы, которые были до этого, это MERS, SARS-1 и так далее, при этих случаях, как обычно, сохранялся год или максимум 2 антитела. Поэтому ученые думают, что так и будет при этом штамме тоже. Ну, пока еще рано об этом говорить, но, скорее всего, так и будет. Год, максимум 2. А то, что касается повторного заболевания, да, вот вирусом, тоже актуальный вопрос. Всегда задают этот вопрос, повторно можно ли заболеть. Теоретически возможно заболеть, но пока, опять же, нету таких данных, сведения, что о повторной заболеваемости. Есть единичные случаи, но опять же эти единичные случаи, как ученые говорят нам и нам известно, это первый случай не диагностирован правильно. Так, даже возьмем обычное вирусное заболевание, но там ветрянка, да, и ветрянкой можно заболеть повторно. Поэтому, так как это вирус, все-таки ничего не исключено. Это обнадеживающая информация. Хочу подчеркнуть один такой маленький момент, что для населения в основном, а врачи, я думаю, что это все знают, для населения, что ни в коем случае не поднимать искусственный иммунитет при подтвержденных коронавирусных инфекциях. Ни в коем случае. Если есть подтвержденные коронавирусные инфекции, ни в коем случае иммуномодуляторов принимать нельзя. И так повышен иммунитет, и так идет в организме иммунный шторм, от которого потом идет всякие осложнения, от которых становятся летальные исходы. Вот это хотел бы подчеркнуть. Наш следующий репортаж посвящен памяти абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа, почетного профессора АГУ Тараса Шамба, смерть которого болью отозвалась в сердце каждого гражданина Апсны. Тарас Миронович был не только известным ученым, но и настоящим патриотом Абхазии. На протяжении всей своей жизни он поддерживал стремление абхазского народа к свободе и независимости, укреплению позиции родной страны на международной арене. Неоценим вклад Тараса Шамба в возрождение исторических связей абхазов с братскими народами всего мира. Яркий ученый, юрист, достигший успеха в государственной и общественной деятельности, Тарас Миронович Шамба внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза по всему миру. Он стоял у истоков образования Всемирного Абхазо-Базинского конгресса, Московской абхазской диаспоры. Еще будучи студентом юридического факультета МГУ, он сумел организовать первое абхазское землячество в Москве. По сути, это был абхазский молодежный центр, где собирались наши соотечественники, те, кто позже активно защищал права абхазского народа. Именно из землячества и выросла большая московская абхазская диаспора. Тарас Шамба окончил высшую партийную школу и Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию и докторскую. Круг его научных интересов составляет теория и практика государства, демократии и правопорядка. Тарас Шамба – автор многочисленных публикаций и трудов по этим темам. Он принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия, имеет звание заслуженного юриста и почетного адвоката России. Говоря о Тарасе Мироновиче, хотел бы отметить, что он был человек, который был известен не только в Абхазии. И в этих внешних контактах, особенно между Россией и Абхазией, он играл достаточно заметную роль. Он был человеком широкого диапазона, со многими людьми общался, имел большой опыт, и советский опыт, и образование хорошее,
вращался в серьезных академических и политических кругах. У него был такой опыт. Он этим выделялся. Как юрист, его место было достаточно востребовано. Ибо он был специалист, и еще раз повторяю, будучи специалистом, он имел возможность общаться и с политиками, с юристами, с учеными, с представителями гуманитарных наук и представителями. Он имел возможность общаться и с писательским сообществом. Значит, широкий круг интеллигенции, с которым он общался. Тарас Шамба обладал лидерскими качествами и всегда выделялся среди окружающих. Особо ярко проявив свои организаторские и дипломатические способности, он сумел в период Отечественной войны народа Абхазии. Именно в разгар войны в октябре 1992 года была создана Международная ассоциация абхазо-базинского народа, президентом которой был избран Тарас Миронович Шамба, ныне Всемирный абхазо-базинский конгресс. По поручению президента Владислава Григорьевича документы все, которые там принимались, это через мои руки проходили, включая отдельные выступления. И я помню этот момент очень хорошо. Тогда был на самом деле не то, что мы это понимали, а то, что мы понимали, оно получало поддержку, отклик со стороны людей. Это не заслуга отдельных людей, что был проведен такое мероприятие, такой конгресс. А эта идея, она звучала в устах простых людей. И, слава Богу, нашлись люди, которые откликнулись на это и взяли на себя ответственность за организацию и проведение такого мероприятия. Мероприятие, конечно, возымело. Были отклики не только на Северном Кавказе, в Турции, в Сирии, в Европе на это мероприятие. И Тарас Миронович был одним из тех, кто это понимал глубоко и широко. С созданием Всемирного абхазо-базинского конгресса за Тарасом Шамбо закрепилось неофициальное звание президента всех абхазов. Ведь работа конгресса направлена на объединение всех народов Абаза. Тарас Шамбо неоднократно организовывал и возглавлял поездки абхазской делегации в страны, где проживает абхазо-базинская диаспора, где его всегда ждали и относились с большим уважением. Создание Конгресса абхазо-базинского народа – это полностью его идея, и полностью она была осуществлена им самим, и он был и первым президентом, бессменным президентом этого очень важного такого международного образования. Это не только, значит, они способствовали тому, чтобы налаживать культурные связи между абхазами, абазинами, проживающими по всему свету, можно сказать, но и укрепление связей с Родиной, между диаспорой и Родиной, оказание всесторонней помощи. Тарас Шамбо всю жизнь посвятил служению своему народу. Был человеком широкой души с обостренным чувством справедливости, настоящим патриотом. Он был очень теплым и открытым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он воспринимался всеми очень положительно, одинаково. Этот человек с неизменной улыбкой всегда на лице, он располагал к себе. Он не был таким чиновником, чинушей. Он вообще не был самым простым человеком, и он был близок ко всем. Не помню случая, чтобы он выглядел мрачно. Он всегда, даже в самой трудной ситуации, когда, казалось бы, положение безвыходное, он к этому подходил как бы с какой-то известной долей юмора, что помогало разрешать обстановку. Тарас Шамбо – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия. За значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд награжден орденами Арцзапша I и II степеней. В архиве абхазского телевидения есть немало передач и интервью на разные темы с участием Тараса Мироновича. В одном из них он говорит, что старался прожить жизнь так, чтобы никому не было стыдно за него. Знаете, я честно вам скажу, у меня всю жизнь только была, ну так скажем, желание, чтобы не сделать такого, чтобы за меня было стыдно моим близким. И я старался и жить
и работать, и общаться так, чтобы за меня никому не было стыдно. И самое главное, что я хотел, чтобы я никому ничего не был должен. Память о великом сыне абхазского народа навсегда останется в истории нашей страны. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. По случаю смерти Тараса Шамбы продолжают поступать соболезнования. В письме московской абхазской диаспоры говорится: «Мы потеряли замечательного человека, примерного семьянина и гражданина своей страны, выдающегося общественного и политического деятеля и профессионала». Московская абхазская диаспора также сообщает, что в четверг, 15 октября, с 12 до 14 часов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России состоится прощание с Тарасом Шамбо. Соболезнования родным и близким Тараса Мироновича также выразили члены Общественной палаты Абхазии, политической партии «Единая Абхазия», Федерации независимых профсоюзов, Московское абхазское общество «Аламос», Союз художников Абхазии, администрация, районное собрание и совет старейшин Гудаутского района. Похороны Тараса Шамбо состоятся в субботу, 17 октября, в селе Абгархук Гудаутского района. Траурный митинг пройдет во дворе родового дома семьи Шамбо. Об этом сообщает Государственная комиссия по организации похорон. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган подписала приказ об утверждении положения о формировании и ведении реестра электроустановок, предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Утверждены также формы реестра и заявления о включении в реестр. Так, приказом Минэкономики лицам, занимающимся данным видом деятельности, следует приобрести статус предпринимателя, встать на учет в налоговом органе, быть зарегистрированным в органе статистики и государственных внебюджетных фондах. В срок не позднее 7 ноября получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр. До 21 ноября необходимо подать заявление в РУП «Черноморэнерго» о присоединении к электросетям и получить технические условия. Потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации, будут отключены единым оператором в рамках рейдовых мероприятий. С целью поддержки граждан в Минэкономике начнет работать горячая линия. С текстом приказа можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Абхазии. Больше недели по улице Джонуа идет ремонт коммуникационных сетей. С какими трудностями сталкиваются специалисты и как скоро будут завершены работы. Об этом в репортаже пресс-службы столичной администрации. Ремонтные работы по замене коммуникационных сетей по улице Джонуа в столице продолжаются более недели. Мэр столицы ежедневно проверяет ход ремонтных работ. Капитальный ремонт коммуникации осложняется проблемами, которые возникают в ходе работ. Глубина котлована 6 метров, ширина составляет 5 метров. По словам главного инженера фирмы «Астория Аквасервис», приходится одно и то же место несколько раз расчищать, так как грунт пропитался водой, и образованная глина проваливается в яму, что осложняет работу ремонтников. То есть в любом случае ширина уже траншеи у нас больше 5 метров, уже не получается. И нам приходится одно и то же место по 2-3 раза прочищать. То есть он выкапывает, спускается вниз, потом еще раз выкапывает. Поэтому по времени у нас чуть-чуть задержка. Ну, быстрее фактически не получается. До часу ночи, иногда вот вчера до 3 ночи люди работали, чтобы хотя бы успеть отойти от колодца, засыпать, чтобы вода не заливалась сюда. Будем стараться, вот, ну, я не знаю, сегодня или ночью, или завтра уже до следующего колодца дойти, чтобы запустить вот эти дома уже в новую линию. Подготовительные работы по смене 44-метровой трубы под подачу воды в городе будут закончены через 3 дня. Начальник жилищно-коммунального департамента Юрий Дбар отметил, что так как дорога по улице Лакоба значительно стала уже, а глубина котлована 6 метров, опасно пускать общественный транспорт до конца ремонтных работ. Замена 44 метров старой трубы, мы ее скрыли, значит, для того, чтобы заменить ту, которая прогнила. Ей уже много десятков лет. Значит, тот участок, где заходит в чугун, мы до него дошли, туда можно, значит, присоединиться. Нашли новый колодец, который был заасфальтирован тоже многие годы, еще при Советском Союзе. Его тоже пробили, почистили, восстановим, приведем в порядок, чтобы один раз уйти с этого перекрестка, не возвращаться, потому что если одна служба закончит свою работу, и нам через месяц приходить скрывать, нас горожане не поймут. Очень тяжелая ситуация именно с парком троллейбусного
пару дней, я думаю, мы их уже начнем пропускать. С людьми проезжать на этом участке небезопасно. Многие машины, КАМАЗы, которые уже сами уже не подъезжают, потому что обвал идет в территории. Также на этой территории идет расчистка и обрезка деревьев. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с заменой участка водопроводной трубы по улице Джонуа 15 октября с полуночи до 8 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах столицы. Турбаза, улица Комсомольское шоссе, улица Батумская, улица Чанба, центр города, Вием, улица Адыгейская, вокзал, Старый поселок. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера стал лауреатом фестиваля «Липецкие театральные встречи». Театр получил награду в номинации «Лучший актерский ансамбль». 11 октября Русдрам представил на сцене Липецкого государственного академического театра имени Толстого спектакль «Кёджинские перепалки» по комедии «Гальдони». Об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор театра Ираклий Хинтпа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.